Всем привет! В этом видео я хотела бы познакомить вас со стихами одного итальянского комика Антонио де Куртис, который издавался под псевдонимом Тото, стихотворение «Ла Ливелла», что значит «уровень». Но сначала я напомню вам подписаться на мой канал YouTube и на мою страницу Instagram Veronica Pisano. Итак, начнем. Антонио де Куртис «Ла Ливелла». Существует такой обычай. Каждый год 2 ноября ходят на кладбище навестить умерших, чтобы отдать им дань уважения. Каждый должен об этом помнить. Каждый год пунктуально в этот печальный день и я хожу туда, к мраморной, усыпанной цветами гробнице тети Винченции. В этом году, во время исполнения печального долга, со мной произошла одна история. О, Боже, как вспомню, страшно становится. Но в итоге я был достаточно смел. В общем, слушайте мой рассказ. Приближалось время закрытия. Я не спеша собирался уходить, как вдруг бросил взгляд на одно захоронение. Здесь мирно спит благородный маркиз и лорд из Рувиго и Беллуно. Храбрый герой тысячи подвигов умер 11 мая 1931 года. Герб с короной сверху, снизу крест из лампочек, 3 букета роз, ленты и траурные украшения, свечи, подсвечники и 6 ламп. К могиле этого господина прилегала другая, поменьше, забытая совсем без единого цветочка. Виднелся лишь один крест. На кресту я прочитал с трудом: «Эспозито Дженнаро, дворник». Глядя на эту могилу, мне стало жаль того мертвеца, без единого огонька. «Это жизнь», — подумал я себе. Кто-то имел многое, а кто-то совсем ничего. А этот несчастный знал, что после смерти его ждет та же бедная участь. Блуждая в своих мыслях, я внезапно осознал, что уже почти полночь, а я остался заперт на кладбище как узник, до смерти напуганный со всеми этими свечами. И вдруг, кого я вижу вдалеке? Ко мне приближались 2 тени. Я подумал, как-то это странно. Я сплю или это моя фантазия шалит? Но вместо фантазии я лицезрел маркиза в шляпе с моноклем и тростью, а позади него виднелось что-то мерзкое, грязное с метлой в руке. Это и был, естественно, Дон Дженнаро, мертвый бедняк, дворник. И после увиденного у меня возник вопрос. Значит, они мертвы, но вышли, чтобы повидаться. Приблизившись ко мне вплотную, маркиз замер, он обернулся и достаточно серьезно, но спокойно сказал Дону Дженнаро: «Молодой человек, от вас я хотел бы узнать, мерзкая падаль, с каким намерением и как вы осмелились быть похороненным, какой стыд, рядом со мной благородным аристократом. Аристократия, на то и аристократия, что вы ее уважали, а вы переборщили. Ваше тело было погребено, да, но лучше бы на помойке. Не могу больше терпеть ваше смердящее присутствие. Поищите себе канаву среди таких же, как вы.
Господин маркиз, моей вины в этом нет. Я бы не обидел вас. Это моя жена начудила. Ну, что я мог сделать, если бы уже мертв? Если б я был жив, я бы вас порадовал. Взял бы свой ящик с костями и незамедлительно перетащил бы его в другую яму. И чего же ты ждешь, о потрепанный негодяй, чтобы гнев мой достиг предела? Если б я не был столь титулованным и воспитанным, я бы тебя и вовсе избила. Ну, давай, покажи мне, как ты хочешь меня побить. По правде говоря, маркиз, я вполне раздражен. Если же я потеряю терпение, то забуду, что я мертв, и сам изобью тебя. Кем же ты себя возомнил? Богом? Ты не видишь, что мы здесь все в одинаковом положении? Помер ты, и я тоже мертв. Мы равны. Ах, ты грязная свинья, да как ты смеешь сравнивать меня с собой? Каждое Рождество, которое я встретила в моей жизни, было так прекрасно, благородно и богато, что даже настоящие принцы мне завидовали. Да какое Рождество, Пасха и Богоявление! О чем ты? У тебя слишком богатое воображение. Ты знаешь, что такое смерть? Это уровень. Король, магистр и великий человек, переступив через эти ворота, ставят точку, потому что потеряно все. И жизнь, и даже имя. Ты еще этого не осознал. Так что послушай меня и не сопротивляйся. Потерпите меня, какая тебе разница. Это живые люди могут вести себя, как же ты. А мы-то серьезнее. Мы принадлежим смерти.